Традиционное еженедельное совещание в правительстве начинается с обсуждения призыва на военную службу. Весенняя кампания в Ингушетии, как и по всей стране, стартовала 1 апреля. Всего из республики пополнить ряды вооруженных сил России должны свыше 230 новобранцев. О ходе призыва доложил военный комиссар Заурбек Гадабошев. Всего 230 на сегодняшний день. Отправили 120 в соответствии с графиком. То есть граждане всей команды ушли в комплектование. Предстоит отправить нам еще 110 человек. Далее на заседании говорили о реализации национальных проектов. В 2024 году республика принимает участие в реализации 44 региональных проектов в составе 13 нацпроектов. Общий объем финансирования превышает 4 миллиарда рублей. Из 2024 года на 3 июня уже бюджет обязательно принят на 3 миллиарда 630 миллионов. Это 87,2%. Бюджетные обязательства приняты последующим министерством в процентном соотношении. Минстрой 91%, уже законтрактовал, Минтруд 100%, Минавтодор 100%, Минпрод 92,3%, Минздрав 52%, Минсельхоз 19%. Бекхан Баширович, у вас опыт большой, я вас очень прошу, сейчас еще раз подчеркну, время нелегкое, деньги выделяются большие, выделяется по указу президента, по нацпроектам и правительства, все, но держите на контроле эту ситуацию и с председателем правительства, если нужно, меня вмешивайте туда, я тоже там буду заниматься этим. В этом месяце в Мекке в очередной раз соберутся мусульмане со всего мира для совершения хаджа. В числе других исполнить одно из обязательств перед Всевышним полетят и паломники из Ингушетии. Для создания благоприятных условий для совершения хаджа в Ингушетии образована рабочая группа из профильных министерств и ведомств. Оператором определили Ингхадж. В текущем году выделенная квота в количестве 1464 мест полностью освоена. Списки паломников и сопровождающих лиц для проведения проверочных мероприятий направлены в ФСБ России и службу судебных приставов. Также завершена вакцинация паломников. Вчера, в воскресенье, первый рейс, которым воспользовалась компания «Кавказ», это жители Ставропольского края, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкария, Северной Осетии. С нашего аэропорта они традиционно, им очень нравятся те условия, которые аэропорт и руководство республики предоставляют, очень нравятся, и поэтому они в текущем году опять изъявили желание с нашего аэропорта совершать эти рейсы. Абсолютно способствует им все, что им нужно. Какие-либо вопросы предваряйте заранее, видите, и там купируйте все эти вещи. Они в действительности с нашего удобны, потому что, аэропорт у нас такой. Значит, в любом случае, те люди, которые туда едут, мы должны их потом и встретить достойно. Все по аэропорту, все нормально? Все отработано, да. Самолет вовремя прилетел, вовремя улетел. То есть, 10 минут это не считается, на 15 минут. То есть все было организовано, все было сделано. Очень довольны были паломники. С Карачаево-Черкесии была первая группа, 174 человека улетело. Вот, авиакомпании две у нас, значит, Канот Шарк и Май Фрейтер. То есть 5 рейсов у нас выполняется для Кавказа и 9 рейсов для наших паломников. Общая численность это 2400, почти 2500 человек. Держи на контроле и сам. И какая-то ситуация возникает, напрямую звоните, если что-то там аховое что-нибудь, мне напрямую. А так смотрите. Еще один вопрос, который непосредственно связан с паломничеством, это праздник Ид-аль-Фитр, Гурбаш. Пока хаджи из Ингушетии будут исполнять ритуал жертвоприношения в Мекке, на родине в очередной раз проведут раздачу мелкого рогатого скота. А в канун праздника планируется проведение сельхозярмарок. Совместно с главной администрацией делаем специализированные ярмарки. Сколько ярмарок? Где? Мест будет очень много, потому что есть частные места, которые они постоянно действующие. И
очень много людей, обычно если забивает крупнорогатый скот, то они у себя во дворах собирают людей и вот у себя во дворах. А у нас будет в каждом районе. Глава Ингушетии дал поручение в первую очередь обратить внимание на семьи участников специальной военной операции. В первую очередь СВО. В первую очередь. Понятно, да? Вот. И вперед ставите. Первые, конечно, Далгешдол, Дамянчан. Вот эти семьи. И дальше участникам, и все это подбирайте. На совещании помимо обозначенных тем обсудили готовность системы водоснабжения республики к летнему периоду, ход капитального ремонта 6 школ, а также работу по снижению теневой занятости. Муслим Ганиев, Сулейман Костоев, Рахман Цуров, Магаз 24.